Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс», кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Хисамов Олег Ришатович. Здравствуйте. Олег Ришатович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Ришатович, вы являетесь ведущим татарским диалектологом. Давайте сразу нашим телезрителям объясним, что такое диалектология, что это за наука, сфера ее изысканий и сфера ее применения. Да, в самом деле, поистине этот 2020-2021 годы можно объявить годом диалектологии. До этого не очень широко распространенная наша наука, один из отраслей лингвистики, стала очень популярным. Прям какой-то год диалектологии, можно сказать. Поэтому, всплеск интереса такой, всплеск интереса такой бешеный, да, можно сказать. Всех интересовало, появились очень много споров. Но все споры, они, в принципе, около филологические или окололингвистические. Для нас, диалектологов, лингвистов, вопрос вообще не стоит. Потому что этот вопрос нашими учеными, и не только нашими учеными, изучен вдоль и поперек, можно сказать. И поэтому у нас просто по этому поводу нет никаких сомнений того, что просто надо бы, когда что-то пишешь, надо бы почитать труды, научные труды и на них опираться. А голословно заявлять что-то угодно, это можно, это просто некомпетентность уже показывает. Поэтому, то есть база есть, научно доказанная база есть. Давайте начнем с того, что такое диалектология вообще. Диалектология – это предмет, который изучает территориальные диалекты. Татарская диалектология, соответственно, изучает татарские диалекты и татарские говоры. А что такое диалект? Тут много разговоров идут, что такое диалект. Является ли диалект вообще языком? Чем отличается язык от диалекта? Вот такие вопросы тоже возникают. Естественно, диалект является языком. Тогда чем он отличается от литературного языка? Диалект – это язык, распространенный в ограниченной территории. Им владеет определенное количество ограниченных людей. А литературный язык – это уже литературный язык, обработанный, нормированный язык, который обязателен для всех представителей народа. То есть, мы берем национальный язык, допустим, татарский язык, он состоит из нескольких элементов. Первый это элемент для нас, для всех обязательный, это литературный язык. Кроме него имеются диалекты. У него, кроме этого, могут быть еще социальные диалекты, городские диалекты, могут быть еще жаргонные слова, арго, это все. Они все вместе составляют национальный язык. И они все являются частью этого национального языка. Как литературный язык, так и диалекты. Просто диалектов у нас, допустим, татарского языка 3 диалекта, а литературный язык, он обязательный для всех. И у него имеется своя обработанная грамматика, у него имеется письменность, еще одна из таких особенностей литературного языка. Диалекты не имеют письменность. Поэтому было очень смешно, когда в прошлом году пытались писать диктант на северо-западном диалекте, который в принципе не может иметь письменности. Да. В этом и отличается одна из особенностей литературного языка от диалекта. Диалекты разделяются еще на говоры. Это еще более мелкие такие территории, которые уже распространены на других территориях. То есть диалект это покрупнее получается, диалект это покрупнее, а говоры еще помельче. Да, а сколько в совокупности, сколько всего диалектов, говоров у татарского народа? Есть 3 диалекта. Они названы по географическим признакам: западный, средний и восточный. Западный диалект – это представители которого находились по отношению к центральным казанским татарам западнее области. Это, в принципе, как мы их называем, мишари. Их исконные места проживания были западнее Казани, поэтому их мы называли западной. А казанские татары мы по-другому называем средним диалектом, потому что они находятся между восточным и западным. А восточный диалект – это уже диалект сибирских татар, по-другому еще мы называем его. А как они различаются? То есть эти говоры, они очень сильно различаются от основного литературного языка? Мы можем понять, например, сибирских татары, проживающие на северной территории или на центральной территории, мы можем понимать сибирских татар или мишар? Конечно, мы не можем понимать. Это все является татарским языком. Все, независимо от диалектов, все являемся татарами. И мы все говорим на татарском языке. Есть такое понятие, как основные элементы языка. Есть периферийные элементы языка. Что это означает? Что основные элементы, это значит те элементы, которые свойственны всем диалектам и говорам татарского языка. То, что делает язык единым.
То есть, если я что-то говорю, он будет понятен всем, независимо от того, какому диалекту. А есть периферийные элементы, которые, в принципе, незначительны и которые в зависимости от того, где проживают люди. Например, сибирские татары проживают в Сибири, различные природные условия. В их формировании участвовали и другие племена, немножко другие, местные сибирские племена. То есть ассимиляция некая такая да, произошла. Естественно. Потом условия жизни разные. За болоте, например, в болотах жили, да? Соответственно, другие фауна, другая флора, другие условия жизни. Что это означает? Что будут другие слова, которые нету в Казани. В Казани таких условий нету. И вот эти незначительные изменения, то есть, соответственно, немножко быт будет другой. Другие природные условия, соответственно, дом будет другой. Соответственно, будут появляться новые слова. Или, например, но все это как бы незначительные слова, они как бы дополняют тоже литературный язык. Могут быть такие фонетически незначительные изменения. Например, среднему диалекту свойственно огубленный звук «а». То есть, когда мы говорим «а», мы немножко не говорим чисто «а», как в русском, например, языке, да? А мы говорим немножко огубляя «олма». Олма. Это средний диалект? Это средний диалект, да. Это один из основных признаков среднего диалекта. Или мы говорим все слова, которые в литературном языке звучат на «и» краткой, например, начинается на «йод», мы их «ж» говорим, «жаратам». Жигет. Жигет, яратам. В литературном языке мы говорим яратам, игет говорим, да, правильно? Но, например, в мишерском диалекте то же самое они скажут уже «а». Уже «а» будет звук «а» в мишерском диалекте более открытый, более неогубленный, он более близко к русскому языку, потому что они находились, напоминаю, они находились западнее, соответственно, ближе были, с русскими контакты были больше, но и, в принципе, вот это неогубленный, открытый «ан» считается более признаком других тюркских языков. Из всех тюркских языков, в принципе, сильное огубление звука «а» происходит только в среднем диалекте и башкирском языке, наверное. А остальные, в древнетюркском языке «а» сам был по себе, он такой более открытый, не огубленный. Это, ну, то, что вот эта огубленность, он объясняется влиянием финно-угорских народов, в которых мы живем рядом. А вот в мишарском диалекте он сохранился в более древнетюркской форме. И мишари говорят, ну, егет говорят, яратам говорят, не жигет. Мы понимаем друг друга? Вы понимаете, если я вам скажу, яратам скажу или яратам скажу, вам есть разница? Ну, нет. Это отдельная разницы нет. Да, вот, например, если уж совсем просто говорить, есть рубашка, мужская сорочка, да? Мы как только увидим его, мы понимаем, что мужская сорочка. Но у мужской сорочки есть вот с такими полосатыми рисунками есть рубашки. Есть с кармашкой, есть без кармашка, есть с короткими рукавами. То есть это различные уже украшения, это периферийные, необязательные элементы, и без наличия которого мы друг друга будем прекрасно понимать. То есть диалект – это больше достоинство, наверное, языка, да, нежели да. недостаток? Нет, это, конечно, достоинство. Мы каждый гордимся. Я скажу вот так даже. Например, если сравнить с диалектами других языков. Например, во французском языке имеется 20 диалектов. Так много? Немецкого еще вы не слышали. А в немецком языке их даже более приближается к 100. Причем представители немецкой нации, наверное, каждый представитель вот каждого диалекта гордится своим произношением. Мюнхенское произношение, берлинское произношение. Он во время разговора будет подчеркивать свое, он будет это выделять, вот эту свою особенность, чтобы показать, откуда он. Это для него гордость. Я мюнхенец, я баварец. Или, например, австриец. Он это будет подчеркивать в своей речи, он показывает, это гордится. Во всем мире принято, например, не стесняться своего акцента. Если это кавказец, он говорит своим, по-русски, например, говорит, но он говорит с сильным акцентом. Мы, татары, тоже говорим своим сильным акцентом, например, у меня он тоже чувствуется наверняка. Но мы немножко стесняемся как бы вот этого. Но этим не надо стесняться, это надо показывать. Он же показывает, что я татарин. Он показывает, что я кавказец. Он показывает, что я балтиец. То есть мы выделяем, это как бы наша самобытность, самоидентификация такая идет. Вот на Западе вот она так и идет. То есть там никто этого не стесняется, скажем так. Но диалекты же не могут быть основой для того, чтобы нацию раздробить на мелкий кусочек. Тогда Нет, вот те же самые немцы были там на 100 этносов раздроблены, конечно, так ведь? Конечно, независимо от того, насколько диалектов они разделяются, они все считают себя немцами. Прежде всего, великая германская нация, великая французская нация, естественно. Русский народ берем, да, огромная территория России. Тут есть окующие, например, наши поволжские русские, они говорят, вот больше у них окующие свойства есть, акающие есть, да, гакающие есть, вот, говоры русского языка, но они же не перестают быть русскими.
То же самое с татарским языком. Мы при формировании татарского языка, как я уже сказал, принимали участие разные племена. Мы по-разному смешались. Но по прошествии времени мы, несмотря ни на что, стремились к тому, чтобы стать единой нацией. И мы стали этой нацией, и мы гордимся этой нацией. И у нас есть центр притяжения Казань, который всех нас собирает, объединяет, держит в этом татарском мире, скажем так. Олег Ришатович, вы говорите, что среди тюркских народов, как-то вы сказали, что именно татары, именно свои диалекты начали изучать очень так вот хорошо, да, то есть были труды опубликованы. Когда это все произошло? Первые татарские диалекты начались изучать еще в XIX веке. И первым основателем даже татарской диалектологии, как науки, считается Александр Григорьевич Бессонов. Он в 1881 году опубликовал свой научный труд, в котором он, кстати, как раз изучал язык типтярий мухаммедян, вот как раз нашего востока Татарстана, запада Башкортостана. Вот. После него изучали другие тюркологи: Катанов, Небальцин, Павел Рычков, Петр Кепин и другие. И что интересно, первыми исследователями татарских диалектов были русские тюркологи. Тюркология сама по себе в то время зародилась, и им занимались русские исследователи. И даже, сказать, даже нужно, наверное, не только русские, а немецкие. Например, тот же самый Ратлов, немец по происхождению, он объездил весь Сибирь. Оставил нам столько кучи интересного материала. Вместе со своей женой, сидя в кибитке, двухместной такой кибитке, он объездил весь Сибирь и Алтай и оставил очень много материалов по сибирским татарам. И дальше уже наиболее таким удачным периодом изучения татарского языка нужно назвать, наверное, это 50-е годы прошлого столетия и до 2010-х годов, наверное. В это время уже появляются серьезные наши ученые. Это первым нужно, наверное, назвать Латиф Заляй, который и подготовил первый учебник по татарской диалектологии. Это Дилера Гарифовна Тумашева, который сама родом из Сибири, изучила сибирские диалекты. Это Леля Тахировна Махмутова, Наджия Пабрханова, это Фарид Юсупович Юсупов. Если уже ближе к нашим дням, это такие труды оставили Дарья Байрамовна Рамазанова, Флёра Саидовна Баязитова. Смотрите, именно 60-е годы, первые из тюркских языков, мы начали собирать материалы для диалектологического атласа татарского языка. Сбор, он начался в 50-е годы и закончился уже трудом. В 89-й год уже был издан первый атлас татарских народных говоров. Вот он как раз находится перед нами. Наши диалектологи, вот их относительно, в принципе, немного. В то время даже активно работали, наверное, где-то человек 5-6. Они объездили каждую деревню, всего 838 населенных пунктов объездили. И вот в этом атласе, он в виде карты, каждое языковое явление находит свое отражение на карте. Вот, например, то же самое, которое пресловутое я вам говорил, огубленные или не огубленные. Они объездили каждую татарскую деревню и написали: вот это огублено, здесь не огублено, здесь параллельно используется, здесь другой вариант. Понимаете, насколько какой титанический труд объездить всю Россию. Татарский народ, он расселен на западе от Касимовской, Рязанской области на востоке до Красноярского края и Кемеровской области, а на севере от реки Вилюй на юге до Астраханской области. Это же еще не считая других монографических трудов. Это составление большого диалектологического атласа. Вот этот атлас, кстати, у нас представлен уже в электронном варианте. Его можно посмотреть в интернете тоже. Он висит у нас. Олег Ришатович, вы говорите, что это как раз работа началась такая еще в 50-е годы, да? Но в это же самое время у нас вот по соседству, в Башкортостане, ученые тоже начали выдвигать теорию о неком северо-западном диалекте башкирского языка. То есть работы шли буквально, как говорится, ноздря в ноздрю, да, параллельно? Ну да, можно сказать это так. Хотя вопросы по северо-западному диалекту, они первые мнения по этому вопросу были высказаны не татарскими учеными, они были высказаны как раз русскими учеными-тюркологами. Как раз один из первых был Александр Григорьевич Бессонов. Он в своей работе пишет, что говор типтярь мухаммедян, как он выразился, несомненно является татарским, и более того даже указывает, что он наиболее близкий к литературному языку, чем остальные татарские говоры. Вообще еще в 18-19 веке
среди научных кругов проходили споры, какая этническая группа в составе сословия типтярь. Представляете, в то время они спорили не о том, что типтяри или башкиры, в том числе сословие. Это для них было естественно, они знали. А какая этническая группа преобладает среди типтяр или башкир? В этом сословии. В этом сословии. Об этом писали серьезные труды. Это и Петр Рычков, и Павел Небольсин, и Петр Кеппин, опять же немец. Они все единогласно приходили к мнению, что и среди типтяр преобладают татары. А потому что среди типтяр были не только татары. Поэтому мы не говорим, что это народ. Там были и марийцы, там были и чуваши. Некоторые, которые... преобладающие, конечно, были татары. Конечно, были татары, да. Потом уже Галимзян Ахмаров, ученый тогда в то время Казанского императорского университета, доказал, на самом деле, что это сословие, и что и в этих сословиях преобладают именно татары. Он уже как бы более убедительно написал. Про это написал еще и Николай Катанов, который в 1897-1898 годах летом несколько дней проживал в этой территории. И он четко разделил, что да, вот на востоке губернии это чисто башкирские говоры, а на западе это проживает чисто татары. Со своим говором, со своим диалектом. Говором, да. И они все указывают, что говор татар, проживающих в этой местности, он наиболее близок к литературному языку. Когда башкиры говорят северо-западный диалект, мы подразумеваем мензелинский говор. Это мензелинский говор среднего диалекта. И надо сказать, что представителей мензелинского диалекта огромное количество, более 1,5 миллиона. Это весь восток Татарстана и огромное количество. Вот в карте, которая указана, там видно распространение мензелинского говора. Кроме этого, изучали этот говор и Анвар Афлятунов, который вот именно впервые, можно сказать, высказал уже документально на основе архивных материалов, показал, что это было то, что там называется башкиры, новобашкиры, типтяри, ясачный татар, что это все относилось как к сословному, это сословный признак, что этническая группа преобладала татары, вот он первым показал. А его данные уже более поздние времена доказала Дарья Байрамовна Рамазанова. У нее в 1984 году вышла книга, посвященная именно говорам Башкортостана. Она очень много сидела в архивах, и она приводит очень много архивных документов, когда именно те или представители тех или иных населенных пунктов переехали туда. Убедительно показывает, что да, здесь жили татары, которые переселились из Казанской губернии, из Вятской губернии переселились. Кстати, насчет башкирских ученых нужно отдельно сказать. Те же самые, например, Ахнеф Юлдашев утверждал, что он многократно это подчеркивал в своих трудах. Это башкирский ученый, языковед, лингвист, многократно утверждал, что этот говор никак не может отнесен к башкирскому языку, что это татарский язык, и он наиболее близок к татарскому языку. Того же мнения придерживался Нагим Ишбулатов, Талас Гарипов, это башкирские ученые, которые говорили, что этот язык никак нельзя перечислить на сегодняшний день к башкирскому языку. Ну, это просто смешно, потому что мензелинский говор, он из всех татарских говоров, которые существуют, наиболее... Распространенный? Не только распространенный, а наиболее близок к литературному языку. А чем же апеллируют, когда говорят, что это северо-западный диалект? Они говорят, что вот у мензелинского диалекта есть звук «д». Кадал. Наверное, слышали такое выражение, да. Я смотрел материалы экспедиции 50-х годов, 60-х годов, 70-х годов, собранные нашими диалектологами, уже не в этой части республики, а за Казани, под Казанью. Так вот, там тоже присутствовал звук «д». Там тоже он присутствовал. И, например, Фердис Юсупов, диалектолог, высказывал мнение, что это, скорее всего, была литературная норма старотатарского литературного языка. Да, это во время Казанского ханства это была литературная норма. А так как мы знаем, что народ просто поднялся и перешел, и его нормы тоже туда перешли и сохранился. И другой, например, они говорят, что, например, дифтонги «ай», у нас же говорят в татарском языке «ый», а в мензелинском говоре мы используем «ай», например, «бармым». Они говорят «бармаем», «аим». Вот этот дифтонг, он присутствует и в других говорах среднего диалекта.
Более того, когда мы, если прислушаемся к народным песням, мы всегда говорим, вот этот звук, он слышен в песнях. Он вообще был свойствен древнетюркскому языку. Это идет еще оттуда. В старотатарских литературных источниках мы видим вот этот вариант использования дифтонга. Да. И, понимаете, вот диалекты, им свойственно природное состояние. И они допускают многовариантность. То есть там и говорят и говорят и ай, и эй говорят варианты, может быть. Например, тоже только возьмем одну форму инфинитива, да, барга, арга, эрге. В литературном языке существует только форма арга, эрге. Но если мы рассмотрим формы инфинитива в татарском языке, мага, мяга, ма, мя, мала, мяля, оса, эси, множество вариантов. Это хорошо? Для литературного языка это не очень хорошо. Да. Потому что очень большое разнообразие тоже не очень хорошо. А в мишерском диалекте только арга была. Поэтому, например, там более лаконично, уже законченная форма грамматики, и мы как бы литературный язык, грамматику взял больше мишерского, можно сказать. Потому что он нужна одна форма, которая использовалась бы. Поэтому, я возвращаюсь снова ай-и, у нас в языке была и форма ай-и, и ай-эй. Просто в литературном языке мы оставили только одну форму. Как и форма инфинитива, только осталась одна. Мы вообще стремимся в татарском языке, чтобы он был максимально лаконичным, чтобы был максимально понятен всем. Но язык, он же его невозможно искусственно как-то сдерживать в каких-то рамках, правильно? Он же развивается самостоятельно. Все равно в народе он развивается сам по себе, так ведь? Да, я и говорю, что диалект это природная форма. Да. Хотя вот литературный язык, мы не совсем мы его не пускаем на самотек, потому что ученые, журналисты, мы придерживаемся литературного языка, мы стараемся говорить именно так, как принято литературными нормами, иначе это будет просто, друг друга просто не поймем. Кстати, именно единый литературный язык, он формировался в конце 19-го, начале 20-го года, когда именно появились первые капиталистические отношения. Потому что договор есть, нужно написать там четко. Там не может быть двух чтений. Он должен быть один конкретный. И не только в татарском языке, это везде вот так. Именно была необходимость создания одного единого конкретного языка, чтобы не было разных разночтений. Но это не означает, что диалекты плохо, что диалектов надо с ними бороться, что все должны говорить только на литературном языке. Нет. Диалект – это наш материнский язык. Это именно то, что мы говорим туан-тель. Это прежде всего это то, что, как меня научили папа, мама на своем диалекте, каждый должен владеть им. Другое дело, когда я общаюсь по телевидению, выступаю, лекции читаю, средства массовой информации, должен быть литературный язык общепринятый. Но кроме этого, именно диалекты сохраняются старой реликтовой формой. То есть это просто блестящий материал для того, чтобы провести научные изыскания, чтобы понять этногенез народа, понять происхождение языка. Они вот для ученых, поэтому диалекты даже более интереснее, чем литературный язык. Олег Ришатович, ну и все же, если мы не сохраним литературный татарский язык, да, соответственно, мы не сможем сохранить и диалекты, не сможем сохранить наше вот это народное богатство. Да. Что мы сегодня должны делать? Как сделать так, чтобы наши дети говорили и на литературном языке, и на диалектах говорили? Нужно говорить. Нужно говорить. Прежде всего, нужно говорить на своем родном языке. Говорить начинать надо с семьи, обязательно. Если твои дети... Еще не показатель то, что дети не говорят на татарском языке, а показатель, говорят ли твои внуки на татарском языке. Это уже будет показатель. Мало того, что мы учим только детей, надо внуки, чтобы разговаривали. Во-первых, для этого надо сохранять самосознание, да, наверное. Самосознание, да, естественно, самосознание, свою идентичность сохранять и, естественно, сохранять язык на государственном уровне. В государственном уровне должно быть преподавание на родном языке, должно быть написаны научные труды, чтобы язык развивался. Мы должны защищать диссертации, дипломные работы, проекты должны защищать. Мы должны писать законы на своем родном языке. У нас средства массовой информации, у нас интернет, это сегодня вся молодежь сидит в интернете. Искусство, литература, все должно быть, как в нормальном литературном языке, все должно развиваться, все должно двигаться. Только тогда мы сохраним и передадим нашим детям все это богатство и красоту нашего языка. Олег Ришатович, бигзу рахмат сизге, спасибо вам большое. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гость нашей программы был кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Хисамов Олег Ришатович. Спасибо. Бигзу рахмат, сау болыңыз.